Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Надо отметить, что лето, несмотря на то, что очень жаркое, очень много туристов, но мы, наша политическая элита, вот как-то и не отдыхается. Да? Очень много всяких бурных событий происходит. Это и вопрос отчуждения Пицунской дачи, потом уже были заявления по поводу вхождения Абхазии в союзное государство. Ну и кроме того, российский посол Михаил Шургалин, вокруг него сейчас он находится в общем-то, в новостном тренде таком, да, постоянно о нем говорят и политические организации, женщины Абхазии, активистки ходят к нему, и каждое его, заявление, или прямое заявление, или в пересказе, как это сделала Изида Чаня в нужной газете, оно оказывается достаточно громким. В общем-то, я уже определил темы, о которых будем сегодня говорить, и, естественно, мы будем сегодня это обсуждать с нашим постоянным экспертом Астамуром Таня. Астамур, добрый день. Добрый день. Ну, начнем, наверное, все-таки с посла. Вот человек, Михаил Шургалин, его совсем недавно назначили, да, и он очень как-то резко с места в карьер уже стал активным игроком в нашей внутриполитической кухне, одним из таких знаковых фигур, которые так определяют, в общем-то, и не только внутреннюю, но и внешнюю абхазскую политику, да, то есть его громкие заявления, связанные там с госдачей, они, конечно, наделали шуму. Ну вот, допустим, Изида Чаня, которая еще с двумя активистками была на приеме у посла, и она потом отчет об этой встрече сделала, да, и я не знаю, этот отчет он уже дня 3-4 висит в интернете, никто его не опровергал, ни пресс-служба российского посольства, ни тем более сам посол. Но я думаю, в принципе, Изида сказала о том, о чем точно речь шла на этой встрече. Так вот, российский посол сказал, что Россия будет делать выводы в отношении того, как парламент будет принимать решения в отношении отчуждения Пицунской госдачи в пользу России, и что это для России лакмусовая бумажка, исходя из которой правительство будет делать выводы о возможности принятия парламентом решений по продаже земли и недвижимости россиянам. То есть, мне показалось, наверное, может, оговорился это насчет земли, но если учесть, что за несколько дней до этого аналогичное заявление делал депутат Госдумы Константин Затулин о том, что вот вхождение, это уже в другом соусе, да, там вхождение Абхазии в союзное государство может привести к тому, что россияне могут приобретать землю, покупать землю там в Абхазии. Кроме того, там есть очень такие, что и инвестпрограмма может быть скорректирована, то есть вот все эти проекты, связанные с аэропортом, с ремонтом железной дороги. Более того, он даже увязал решение о госдаче с нахождением здесь российской военной базы. То есть вот я хотел бы, чтобы ты прокомментировал весь этот блок заявлений Михаила Шургалина. Ну, на что посол уполномочен, наверное, посол лучше нас с тобой знает. Вот. С другой стороны, вы знаете, вот этот вопрос, который возник в такой концентрированной форме в связи с госдачей Пицунди, он на самом деле назревал давно. Вот. И на самом деле это вопрос гораздо шире, чем Пицунская госдача. Это вопрос о выборе нами пути развития. Либо мы продолжаем свое развитие, формирование в качестве самостоятельной нации. Вот. В таком случае мы должны думать о том, как, во-первых,
с одной стороны, защитить свои национальные интересы, с другой стороны, сформировать такой симбиоз в отношениях с Россией. То есть симбиоз это подразумевает взаимовыгодное сотрудничество, исходя из четкого понимания сторонами своих интересов. Вот. Второй путь, он, наверное, конечно, более простой. Это отказаться от самостоятельного пути развития, вот, и пойти по пути растворения. Я думаю, что наш народ не раз на такие вопросы давал ответы. Вот, потому что мы уже более 100 лет идет процесс становления и развития абхазской нации. Вот, в современном политическом смысле этого слова. Вот. И нам периодически придется на этот вопрос отвечать. Сейчас, я думаю, ответ очевиден, потому что, конечно, для того, чтобы быть самостоятельной нацией, нужен экономический базис и система, вот идейная система, которая нас всех объединяет, вне зависимости от даже этнической принадлежности. Вот. Если такая система ценностей есть, а она, я уверен, есть, в ней, конечно, присутствует такое понимание, как самоуважение. Но без этой системы ценностей не сформируется гражданская нация в любом случае. Если у нас есть самоуважение, мы должны четко дать ответ на этот вопрос. Что мы готовы с Россией строить отношения в качестве равноправной стороны. Вот. Для нас очень большая стоит задача перед нами. Она не решается бюрократическим чисто путем. Это вопрос, и в том числе, и прежде всего, научный. Вот. Мы должны таким образом распорядиться своими национальными богатствами, чтобы надолго обеспечить и себе, и нашим следующим поколениям возможность развиваться на собственной земле. С опорой вот на те ресурсы, которые нам исторически достались, за которые мы долгие годы боролись. Эта же земля не просто абстрактная, это еще экономическая основа для нашего сохранения. Вот это гораздо более сложный вопрос, чем первый. Вот, потому что, ответив на первый вопрос, что мы не готовы поступаться своими жизненными ресурсами, мы должны ответить и на второй вопрос. Как мы ими будем распоряжаться? Вот сейчас что мы видим? Капитализм, его свойство такое, он все время расширяется. У русского капитализма сейчас возникли проблемы в связи с международными санкциями. Некуда инвестировать и двигаться. Русский капитал сюда придет. На это не нужно смотреть как на угрозу, а надо смотреть как на какие-то возможностей новых для нашего дальнейшего развития. Конечно, долго сдерживать натиск этого капитала вряд ли удастся, поэтому наша задача канализировать в правильном направлении эти финансовые потоки. Мы должны сами, во-первых, не перестать действовать на зло друг другу или в рамках вот этой примитивной парадигмы борьбы власти за сохранение, а оппозиции за власть. Вот. Мы должны чуть-чуть остановиться и вот подумать. Вот есть наша общая задача. Как нам сделать, чтобы эта страна сохранилась за нами, раз. Два, как она должна встроиться в окружающий мир и как вот эти события, которые вокруг нас происходят, мы должны использовать для улучшения нашего положения. Вот. И подумать, как канализировать вот эти финансовые потоки, которые обязательно из России пойдут. Это инфраструктурные, конечно, проекты. Вот сейчас говорят аэропорт, допустим. Аэропорт, конечно, без участия российского инвестора, вообще без участия российского политического руководства открыть невозможно, наверное, мы это понимаем. Но, с другой стороны, надо понимать, что
что мы должны сделать, чтобы этот актив остался за нами. Там есть взлетно-посадочная полоса. Это главный актив аэропорта. Ну, вроде бы власти сказали, что это все государственное. Если таким образом будет решаться вопрос, это правильный подход. Что касается аэровокзала, там, других вокруг бизнеса, как авиакомпании работают, это можно совершенно спокойно договариваться с российским бизнесом. Вот. И с российским руководством, как политически это дело обставить, чтобы он функционировал. Вот. То есть перед нами очень вот эти проблемы последние вокруг дачи, они вот в таком перед нами в концентрированном виде поставили эти вопросы. Мы на них должны в самое ближайшее время ответить. Мы должны ответить, но насколько мы вообще готовы к этому? У нас, в принципе, и времени, по большому счету, нет. И, с другой стороны, тенденция такого всеобщего раздрая, она у нас укоренилась настолько, что, в общем-то, какого-то выхода ни власти не видят, ни те, которые там сторонники власти, ни те, которые сторонники оппозиции, и те, которые и не поддерживают ни тех, ни других, они, в общем-то, не видят. Ну, я думаю, знаете, я считаю, что все-таки у нашего народа существует элита, если ее и научная, и творческая, и интеллигенция, и политическая элита, ну, которая способна, во-первых, правильно сформулировать проблему, сесть, обсудить и правильно сформулировать проблему. И выработать совместно ответы на эти вопросы. Потому что этот вопрос гораздо шире, чем межпартийная борьба. Да. И, да, еще раз я, может, повторяюсь, вот мы должны уже определиться. Мы хотим быть самостоятельной нацией, которая самостоятельно определяет ход своего развития, историю своего развития. На самом деле, мне кажется, это наше главное достижение. Вот, то, что небольшой народ сохраняется на такой территории, все-таки это говорит, что мы созрели для такой формы существования. Окей. Ну, хорошо, мы пошли, тогда, если мы говорим об этом направлении, о том, что надо отстаивать свои позиции, надо сохранять свои богатства, развивать и так далее, не отдавать им вот так, не разбазаривать и не отдавать им их за просто так. Если мы как бы вот эту позицию заняли, да, но есть сегодняшняя ситуация. Посол говорит о том, что, братцы, если вы там, допустим, Пицунду не отдаете, а на Пицунду мы смотрим как лакмусовая бумажка на то, что потом, как парламент себя поведет насчет продажи недвижимости, там, не только недвижимости, а так и земли. Но, то есть, здесь вилка... Историю на этот счет расскажу. Конечно, мы часто обращаемся к истории, у меня есть много поучительных моментов. Вот. Во-первых, не бывает в политике окончательной точки, вот, в том числе в отношениях между народами, только так и никак иначе. Был такой эпизод в 1997 году. Вы помните, тогда и посредники, в том числе российская сторона, настаивали на том, чтобы, во-первых, расширить зону ответственности миротворческих сил, во-вторых, придать им полицейские функции. То есть мы утрачивали, если мы давали согласие на это решение глав государств СНГ, то мы утрачивали свою юрисдикцию над значительной частью Восточной Абхазии. Не только Гальского района. В нынешних границах, но и Творчальская, Чимчевская. Творчальского района мы утрачивали контроль над этими территориями. Вот. И Владислава Григорьевича по этому поводу пригласили в Москву. И было такое заседание, в нем не участвовал только Ельцин. Заседание вел тогдашний глава администрации президента Юмашев. Вот. А остальные все члены Совета Безопасности принимали участие. Министр иностранных дел, министр обороны. Вот. И Юмашев тогда таким образом сказал: Владислав Григорьевич, у нас есть решение Совета глав государств СНГ. Мы его подписали. И вы препятствуете его реализации. Если вы не дадите свое согласие,
на реализацию этого решения, мы выведем миротворческие силы. Ну, а Владислав Григорьевич потом сам рассказывал, говорит, ну, я, говорит, подумал, что вот это черта, за которую нельзя переходить. Потому что, ну, если они расширят, сначала там расширят, потом дальше это пойдет, ну, государство постепенно будет растворено. Вот. И он сказал, я, говорит, недолго думал, но я сказал, мы выступаем мы вообще за Россию, мы выступаем за укрепление связи Абхазии с Россией, мы за то, чтобы здесь находились миротворческие силы, мы на них смотрим как на главного гаранта вот, сохранения безопасности вот, в зоне конфликта. Но если вы таким образом ставите вопрос, выводите миротворческие силы. Тут же был объявлен перерыв. Вот. Потом собрание, когда продолжилось, Юмашев сказал: Владислав Григорьевич, вам благодарны за то, что вы занимаете четкую пророссийскую позицию. Больше вопроса о расширении миротворческих сил не ставился. Понимаете? То есть ты сейчас предлагаешь президенту Аслану Бжане сказать, если вы так уже настаиваете и сами хотите убрать военные базы, тогда уберите, да? Предлагаю, я рассказал историю, а история 2 раза одинаково не повторяется. Вот. Это вообще глупо брать и прямо экстраполировать прошлое на настоящее. Но я считаю, что отношения между Россией и Абхазией, они завязаны на гораздо больших и важных вопросах, чем вопрос собственности дачи, жилой недвижимости и другого комплекса вопросов. Кстати, вот излишнее вот это вот давление по этой повестке, мне кажется, наоборот, у абхазцев очень развит дух сопротивления, противоречия. Они не приемлют всякого рода давления. Да, были моменты в нашей истории, нас силой что-то заставляли, вот, но в долгую такая система отношений не работает. Мне кажется, что сейчас и перед Абхазией и Россией стоит вопрос о том, как нам наши отношения выстроить максимально гармонично на длительную перспективу. Это вполне возможно, если мы будем и та, и другая сторона действовать в рамках, с одной стороны, своих интересов, с другой стороны, понимания интереса партнера. Пусть у нас диспропорция в размерах. Думаю, тем более России проще понимать озабоченности вот небольшого абхазского народа. У нас эти озабоченности, они не беспочвенны. Просто их надо лучше осознать. Понятно, что на свою шкуру не примеришь прямо, потому что здесь 100 тысяч, 200 тысяч населения всего, там 140 миллионов. Но все-таки надо попытаться понять. Ну, все-таки, вот ты долгие годы там работал в администрации президента при Владиславе Артембо, потом короткий период возглавлял администрацию президента при Рауле Хаджимбо. И какой-то опыт вот таких не только хороших контактов, но и каких-то очень таких скользких моментов в отношении с Москвой так или иначе присутствовали. Скользкого я ничего не помню. Ну, не скользкого, но какие-то вещи, когда, не скользкие, но вот... Ну, слушай, мы уже обсуждали это в прошлой передаче. Да, нет, я сейчас другое хочу сказать. Обсуждали, что когда ты разговариваешь на языке аргументов, я ни разу не помню, чтобы российские партнеры тебя не поняли. Это такое, на моей памяти такого не было. Ну, с другой стороны, смотри, посол делает достаточно громкие заявления. Власть должна как-то реагировать на такого рода заявления? Это ее полная обязанность реагировать. Или она будет молчать? Ну, желательно, чтобы отреагировала, это входит в круг ее полномочий. Ну, что примерно могла сказать? Ну, что сказать? Здесь ясно, что сказать. Нет, это тебе ясно. Нет, если ты суверенное государство, да, ты должен отстаивать интересы и достоинство этого суверенного государства. Ты же для этого избран. Ну, что ты предлагаешь? Я предлагаю предложить российской стороне, во-первых, изложить то, что в нашем... Во-первых, признать свою ошибку надо для начала. Что абхазские переговорщики пошли по такому пути, который привел нас к некрасивой ситуации. Это надо было делать на стадии переговоров. Вот. Во-вторых,
попытаться исправить эту ситуацию. Для этого отозвать свой этот проект соглашения и начать над ним уже другую работу. Уже с учетом вот этих всех выявившихся обстоятельств, которые, кстати, наши руководители, они, наверное, должны были прогнозировать заранее. Они же нас лучше знают, чем представители администрации президента России, правильно, или ФСО. Вот исходя из знания своего народа, надо было и работать. А сейчас не поздно исправить. Зачем загонять ситуацию в тупик? Я не вижу. Здесь есть выходы и для России, и для Абхазии. Отозвать соглашение и возобновить работу над ним. Никто же не говорит, давайте отберем, или ни одна политическая сила этот вопрос не ставила, давайте заберем или что-то. Речь идет о выстраивании, понимаете, это прецедент. Речь идет, посол правильно сказал, это лакмусовая бумажка, это для нас тоже лакмусовая бумажка. Если мы сейчас выстроим правильно, в дальнейшем тоже будет по другим соглашениям, тоже будет выстраиваться правильное отношение к нам. Я так думаю. И здесь не надо, конечно, разжигать такую пропаганду какую-то. Надо просто спокойно вернуться в русло, в рабочее русло. Нет, это понятно, там посол, он, в принципе, странно было бы, если бы он говорил бы об исключительно абхазских интересах. Он, прежде всего, говорит о российских интересах. Но я хочу, в принципе, увидеть, когда наша власть говорит тоже о наших интересах. Да, я тоже хочу. Не о том, что там, допустим, удобнее, там, допустим, России, как это, когда Россия говорит, что мы не можем там, нам нужна обязательно вот эта форма отчуждения, потому что, в общем-то, счетная палата, она как бы не может против того, чтобы финансировался ремонт, да, вот таким образом. Это проблемы, которые решаются. Нет правовых проблем, которые не решаются правовым путем. Вот. Можно, конечно, кучу придумать причин. Вот. Я думаю, что так ситуация не обстоит. Мы должны заботиться о своих интересах и учитывать, конечно, интересы нашего стратегического партнера. Мы их учли, когда мы безвозмездное пользование передали этот объект. Правильно? И я думаю, все-таки, Астамур, это же не только посол Константин Затулин тоже заявил, который как бы позиционируется как друг Абхазии, о том, что вот продажа земли и так далее. Но все-таки власть, несмотря на то, что вот лето, да, там отпуска и так далее, должна членораздельно заявить о том, что у нас есть Конституция. Мы уже с 2020 года, наверное, регулярно в этих передачах говорим, что у нашей власти коммуникационные проблемы с обществом. Нету никакой публичной политики ярко выраженной, нет никакого концепта развития. Вот что они сделали, почему они это собираются делать. У нас в абхазском обществе, это же уже не первый раз проверено, не решаются вопросы кулуарно. Если ты что-то хочешь решить, ты будь добр готовить эту ситуацию. Эта проблема остается нерешенной. И она будет ухудшать политические позиции действующей власти. Вот сейчас она серьезно свои позиции в очередной раз пошатнула. Ты говорил о том, что власти, наверное, не хватает коммуникации с обществом. И я с тобой соглашусь. Мне показалось, что вот отсутствие вот этой именно не только коммуникации, но и стратегии, к чему мы стремимся, это вот то, что там, допустим, произошло на прошлой неделе, когда там Владимир Соловьев брал интервью у нашего президента Аслана Бжаня и там спросил, что он думает про союзное государство, и тот сказал, да, вот, как бы мы ратуем за вхождение в союзное государство, но, естественно, после окончания вот этой специальной военной операции на Украине. То же самое уже в развитии говорил министр иностранных дел, опять же, уже в передаче у Соловьева, уже непосредственно в Москве,
При этом немного странно, что мы об этом союзном государстве во внутриполитических дискуссиях, вот этот элемент у нас вообще отсутствует. Мы его никогда не обсуждаем, но вдруг уже говорим о каких-то вещах, как будто бы уже вот здесь у нас все это как бы решено, и мы пришли к такому единству, что у нас у абхазов единственный выход – это войти в состав союзного государства. Почему вот так происходит в Стамбуле? Ну, ты уже справедливо отметил, вместо того, чтобы наладить какую-то дискуссию по выработке стратегии своего развития внутри политического, экономического, вот все эти важные вопросы, там, реформы, почему-то более простой путь находят, это куда-то нас пристроить. Не, у меня такое ощущение, что наши власти говорят, допустим, они об этом, конечно, не очень думают. Мне показалось, что они не очень думали о союзном государстве. Но вот было удобно как-то, допустим, тому уже Владимиру Соловьеву поговорить о союзном государстве, наши думают, ну давай наши... Да, зачем обижать хорошего человека, да? Но речь, в конце концов, идет о будущем Абхазии. Я думаю, вот жонглировать вот такими неожиданными идеями достаточно опасная вещь. Тем более, когда ты не знаешь, что это такое, что за союзное государство. Мы не видели ни проекта, ничего, но мы уже готовы туда вступить. Это немного странно, мне кажется. Более того, мне кажется, это очень безответственно делать такого рода заявления. Я тоже, как и ты, рассматриваю эти заявления в чисто пропагандистской сфере, что как-то себя позиционировать. Вот, с учетом еще тех внутриполитических проблем, которые у действующей власти возникают, они какой-то, видимо, хотят еще поддержкой заручиться. Возможно, такие цели преследуются. Но если глубоко копнуть этот вопрос, союзное государство, тут непонятно, то сначала говорили о союзном государстве России и Беларуси, потом говорили о каком-то союзе суверенных государств, который может возникнуть. Во-первых, что касается первого вопроса Союза России и Беларуси, это союзное государство России и Беларуси. Вся правовая база для него формировалась почти 30 лет с учетом интересов России и Беларуси. Вот, наверное, у нас свой опыт. С 2008 года мы формируем свою, с учетом интересов России и Абхазии, свою договорную базу союзнических отношений с Россией. Наверное, нам было бы тоже странно, если Беларусь говорил, давайте я хочу вступить в союзнические отношения между Абхазией и Россией. Здесь у каждого свой путь, двусторонний, с учетом двусторонних интересов. Поэтому, мне кажется, я даже методологически не вижу, как к этому государству можно присоединиться, России и Беларуси. Во-вторых, вы знаете, даже если сравнивать эти две модели, союзное государство России и Беларуси, там есть, пусть декоративный, но наднациональный орган. И все равно мы видим, что по многим параметрам у Беларуси гораздо больше, и в силу ее размеров, и вообще ее международно-правового статуса, у нее гораздо больше полномочий. У нас в чем-то интеграция, у Беларуси, например, есть своя валюта. А у нас интеграция в чем-то ниже, то есть у нас нет национальных органов, в чем-то выше, например, мы находимся в рублевой зоне. То есть каждая из стран формирует свой путь, исходя из своей фактической ситуации. Поэтому я не понимаю, зачем нам заявлять такие нереалистические идеи. Что касается Союза суверенных государств, это, мне кажется, вообще вопрос из какой-то гипотетики, потому что ни Москва ни о чем подобном не заявляла, ни другие постсоветские государства, которые, видимо, подразумеваются, которые, например, государства, наверное, ОДКБ подразумеваются под этим делом. Ни они об этом ничего не говорили. Так что здесь особо не о чем говорить. Понятно, что у определенного возраста людей есть ностальгия по Советскому Союзу. Советский Союз – это пройденный этап. Это, вы представляете, сейчас
древние персы сидят и говорят: ой, как хорошо мы жили при Хосрове Первом Анушерване, а потом: ау, как хорошо мы жили при Хосрове Парвизе, а потом пришли арабский халифат и испортил нам жизнь. Вот. Это из той же исторической области вопрос. Потому что Советский Союз, он возник в определенных политических, экономических условиях. Вы помните, как называли Российскую империю? Ее называли «тюрьма народов». А Советский Союз, он стал возможен благодаря признанию наций, права наций на самоопределение. Другое дело, что неэффективная экономическая модель была избрана, которая, собственно говоря, и привела к краху Советского Союза. Не только, да, но основная причина это. Потом многие народы, они просто выросли за те пределы, с которых они стартовали. Сейчас они не захотят возвращаться в это состояние. Я думаю, это из области исторической реконструкции вопрос. Вот. Если говорить о интеграционных процессах, в основе, конечно, должна быть заложена экономика. Не случайно вот в этом договоре 2014 года написано, что Абхазия, что Россия будет содействовать участию Абхазии в международных организациях, в евразийской интеграции. В этих процессах надо, конечно, участвовать. Но мы должны понимать, что называется, флагманами этого процесса мы никак быть не можем. Вот. А наша задача, и последние проблемы показывают, выстроить нормальные, прочные, союзнические двусторонние отношения с Россией. Вот. И вот если мы будем стремиться к этой модели, развитию двусторонних отношений, у нас больше возможностей защитить свои интересы. И больше надежды на то, что они вот в этих больших проблемах, больших государств просто не затеряются вместе с нашей страной. У нас, кстати, такой опыт был постепенного снижения статуса абхазского государства в пределах Советского Союза. Да. Но, с другой стороны, ты говоришь о том, что крепкие союзнические отношения, но вся проблема в том, что, наверное, и наши тоже по-разному смотрят, как достичь этих крепких союзнических отношений, наверное, через там, вот такая, идя навстречу там, пожеланиям там, Москвы, разных и олигархических структур и так далее. То есть вот когда ты отдаешь там и экономику, там, и вот сейчас уже пошли запросы там, о земле и так далее. То есть, ну, Москва говорит, Москва хочет там, покупать землю, да, то есть наши говорят, ну, а как же вы, тут военная база возникает, которую вдруг засобиралась и уходить, и тогда вы, абхазы, отвечаете за свою... Военная база здесь находится для того, чтобы изменить правоотношения. Понятное дело, что нахождение военной базы в Абхазии это не только абхазский интерес, это интерес Российской Федерации, да, здесь нахождение. Да. В свое время Владислав Арзенбо, как бы, наверное, был самым пророссийским политиком, да, больше, чем... Ну, в первую очередь, про абхазским, но... Да. Но пророссийскость его проистекало из абхазских интересов. Потому что абхазские интересы коренные. Ну, и в итоге вопрос безопасности. Он, конечно, они связаны с Если тогда Владислав Григорьевич Арзенбо шел бы навстречу, там, я не знаю, по желаниям там, российского МИДа, он, наверное, там уже вместо Гудаутской военной базы, может, и натовская стояла бы здесь. То есть всякое могло бы произойти. Ну, черт его знает, что стояло бы. Какая разница, да, что будет стоять на твоей могиле, НАТО или тунговое дерево. Вот. Наверное, нам было бы уже все равно. Вот. А Владислава Арзенбо решал вопрос не присутствия или отсутствия НАТО. Он решал вопрос сохранения абхазского государства, обеспечения его безопасности. Наилучшим способом эта безопасность обеспечивалась путем выстраивания отношений с Российской Федерацией. Этот вектор абхазской политики остается неизменным. Ну, я хотел бы еще, наверное, одну деталь затронуть.
Да, российский посол высказал свою позицию, точнее, это, наверное, может, позиция Российской Федерации, и очень все-таки плохо восприняла наша политическая элита, не в плане того, что да, мы не согласны с этим, но уже там на грани фола. Последовали там заявления, можно их расценить даже как на уровне оскорблений, да, там различных политических игроков на этом поле. Мне кажется, все-таки пора, наверное, и власти вмешаться в этот процесс. Давно пора. Да. Потому что С другой стороны, если она будет сохранять такое спокойствие, да, и не будет вступать в диалог с обществом, вот это обострение будет на ее совести. с другой стороны, 7 сентября выходит парламент с каникул. Я думаю, этот вопрос ратификации этого договора, он станет уже как бы... Я думаю, что этот вопрос выносить нельзя, нужно провести парламенту, просто посоветовал, для начала провести серию широких консультаций с интеллигенцией, с научным сообществом. Так государство не построишь, когда власть полностью игнорирует науку. Экономическую науку, там, не знаю, все виды. Как бы и наука есть о государственном строительстве, есть история, политология есть, не знаю, экологическая наука есть. Но государство может быть успешным, если оно опирается на научные достижения. Вот, надо провести серию консультаций с научным нашим сообществом, с политическими организациями. Парламенту нужно это сделать обязательно. Я думаю, это и облегчит положение и исполнительной власти, потому что ей надо исправлять это, выводить ситуацию из тупика. Это ее обязанность. Парламент может ей в этом помочь. Ну, на этих рекомендациях я прощаюсь с вами. Большое спасибо. Еще раз напомню, что сегодня мы со Стамуром Танем обсуждали и российско-абхазские отношения, так скажем. И весь спектр возникающих проблем вокруг него, да, и внутриабхазских проблем. Большое спасибо, до свидания. Счастливо.